Здравствуйте, мои юные зрители! Сегодня мы расскажем вам о спектакле «Золотой человек» детского писателя Алибека Файзуллы из репертуара Государственного театра кукол города Алматы с 86-летней историей, основанного в 1935 году. Вы наверняка слышали о «Золотом человеке». По легенде, в древности в бескрайних казахских степях обитало одно племя. Это был сильный народ со стойким духом, где молодые стремились к героизму. В семье героя по имени Каскалдак было 9 сыновей. Говорят, что когда родился 10-й сын, у него была длинная золотая прядь. Поэтому его назвали Алтынайдар. С ранних лет он выделялся с бесстрашием и смелостью. Однажды племя получает плохие новости о приближении свирепого врага с востока. Люди собираются и решают выступить против них. Главнокомандующим становится Батыр Каскалдак. Кавалерия одевает железные доспехи, берут острые стальные мечи и копья. Больше всего выделяется юный Батыр Алтынайдар, одев золотые доспехи и шлем, прикрыв грудь и спину золотым жилетом, подпоясившись золотым поясом. Он также одевает сапоги на высоком каблуке с острыми носками и золотыми украшениями. Во время атаки на врагов его золотое одеяние сверкает очень ярко. Само его появление до дрожи пугает врагов. Ни стрелы врага, ни их мечи не могут его победить. Прожив еще несколько лет, он умирает, и после смерти героя его хоронят в золотой мантии. Рядом с его могилой устанавливают серебряный сосуд с надписью «Ты рано ушел от нас». Спустя столетия, в 1969 году археологи нашли золотого человека в Исыкской крепости неподалеку от города Алматы. Это была случайная находка в затопленном кургане. Данная неожиданная находка стала гордостью нации, прославив казахское имя и дух во всем мире. Курган датируется 5-6 веками. По словам антрополога, возраст золотого человека был не старше 16-18 лет. Согласно древнекитайской письменности, до нашей эры в Семиречье не было основополагающего государства, кроме уйсунов. Древнекитайские историки, изучавшие цвет и инвентарь окружающих племен, доказали, что здесь жили уйсуны, могущественные великое государство, сделавшие Исык своей центральной столицей. В гробнице было найдено более 4000 золотых украшений, пришитых к одежде, обуви и шляпам, а также золотые кольца, фигурки, оловянное и золотое оружие и различная утварь. Серебряные сосуды с надписями доказывают, что письменность появилась у наших предков очень рано, потому что драгоценности, найденные в золотом человеке, относятся к тому времени. В погребальных обрядах древних саков украшения всегда хранили вместе. Костюм золотого человека украшен около 4000 золотых украшений. В них присутствуют изображения леопардов, лосей, архаров, лошадей и различных птиц. Пояс тоже украшен изображениями животных и с 16 пряжками. С правой стороны находится длинный меч с красными ножнами. Штанина брюк тоже украшен золотыми пряжками. Благодаря украшениям золотого человека мы получили ценную информацию о культуре и искусстве древних племен, живших в Казахстане в V веке. Историки писали о золотом человеке во многих исследовательских статьях и научных трудах. Один из них – писатель Алибек Файзулла. В 2015 году, по случаю 550-летия казахского ханства, он написал пьесу о золотом человеке, который сегодня является символом независимости казахского народа, с целью показать жизнь сакских племен юным зрителям, показать их беззаветные подвиги во имя свободы и единства. Это произведение вдохновляет детей и пробуждает в их сердцах дух патриотизма. Российский режиссер Юрий Уткин поставил спектакль и представил его зрителям, чтобы побудить молодежь познавать качество смелого, отважного героя, не сбившегося с прямого пути. Сонау темір дәуірінде өмір сүрген бабаларымыздың бабалары сақ тайпаларының өмір тіршілігін көз алдымызға елестетіп, азаттық пен бірлік жолында жан қиярлық ерлік шежірелерін паш ететін алтын адам туралы қойылымды аңыз ертегіні айтып берейін. Сонау ерте заманда жауынгер бабаларымыз жаулармен шайқаса жүріп, әсем қалалар да салған екен. Сондай көрікті қалалардың бірі Амиран қаласы.
төсінде гүлдер жайқалған Амеран қаласы, күннен күнге құлпырып, қанатын кеңге жая түседі. Спектакль сопровождается этнофольклорным ансамблем «Алан» и дополняет ее национальный облик. Художник-постановщик Ольга Ивченко смогла передать сегодняшнему зрителю историю века с помощью сценографических решений. Ахан Жалынбек также успешно изобразил битву героев. Он помещает авторское произведение в легенду и добавляет второго автора в пьесу. Бойыңда тік ұста, жауыңның алдында ешқашанда тізеңді бүкпе. Мына өмір, тап сен ойлағандай тек таңғажайып кереметтерден тұрмайды. Сүттей аппақ ақ таң бар жерде, тастай қараңғы түнде бар. Көңіл тасытқан қуаныш бар жерде, жаныңды жаралайтын мұң да бар. Бұл өмірде бәрі егіз, ақ пен қара, дос пен дұшпан, жақсылық пен жамандық, адалдық пен арамдық, даналық пен ақымақтық. Тіпті біз алтынға балайтын уақыт та егізден, егетін уақыт, оратын уақыт, күлетін уақыт, жылайтын уақыт, табатын уақыт, жоғалтатын уақыт. Біріне кезіксең, екіншісін есіңде ұста. Сондықтан да олардың бар екенін ұмытпа. Түп бабасы, алтын адамның дауысын естіген Азат, басын көтеріп орнынан тұрады. Бойын жинап көзін көкке тігеді. Сол екен, бүкіл жан дүниесіне үлкен бір күш құйылғандай болады. Ол мына жарық дүниені зар еткен құйын атауының барлығын жер бетінен сылып тастағысы келеді. Осылайша шешім қабылдаған Азат жан досы Айбарды қасына алып, ұлы шайқасқа дайындықта бастап кетеді. Актер Болат Мамунжанов в качестве автора рассказывает легенду с невероятной убедительностью. Қараңдаршы, сырттан келген қаншама адам біздің құдықтың суын ішіп жатыр. Ал егер күндердің күнінде су азайып, өзімізге жетпей қалса ше? Актер Шохан Хулназаров исполняет роль Золотого человека, а актер Махсат Камалов – его друга Айбара с пластической ловкостью и героическим духом. «Золотой человек» – это наше глубокое наследие. Спектакль призван научить подрастающее поколение стать свободными гражданами суверенной страны, полюбить ее, быть благородным и разносторонним. А теперь, ребята, по этой теме я вам задам несколько вопросов. Первый вопрос. Сколько сыновей было у Каскалдак Батыра
включая «Золотого человека». Второй вопрос. Как зовут художника-постановщика спектакля «Золотой человек»? Третий вопрос. Как зовут актера, который сыграл роль «Золотого человека»?